Шум брата до вечких ялгот. Здравствуйте, дорогие друзья! Двери школы мордовских языков открыты для всех ребят, стремящихся познавать новые и изучать языки. Я Леонид и моя незаменимая помощница Лисичка приветствуем вас на уроке ирзианского языка. Шумбрат, Леонид! Шумбрата до ялгот! Ребята, наше увлекательное путешествие в мир ирзианских слов продолжается. И сегодня на уроке вы раскроете еще одну из тайн ирзианского языка. Лисичка, ребята ждут твою подсказку, чтобы отгадать тему нашего урока. Друзья, послушайте внимательно стихотворение на ирзианском языке и подумайте, что в нем необычного. Кежей теле, Ян Варьков, Менельсе, Тильдердыков, Эй сода минек Яков, Течок шнестань молен сков. Ребята, вы, наверное, представили картину, которая описана в стихотворении. Зима, месяц январь и сверкающий месяц в небе. А обратили ли вы внимание на то, что в стихотворении встречаются одинаково звучащие слова с разным значением? Какие это слова? Найдем их. Правильно, ребята. Конечно, это слово «ков». В первой строчке оно означает месяц по отношению ко времени, например, месяц январь. Во второй строчке слово «ков» означает диск Луны или его часть. Ну и в последней строчке слово «ков» переводится на русский как «куда». Сегодня на нашем уроке нам предстоит познакомиться с подобными словами. Итак, тема нашего занятия – Валтна Кавтаскетня – слова-близнецы. Ребята, не случайно тему нашего сегодняшнего урока мы обозначили именно так. Еще раз обратитесь к выделенным словам в стихотворении. Они пишутся и звучат по-разному, как близнецы, внешне похожи, но имеют разные значения, как и близнецы имеют разные характеры. Такие слова называются амонимами. Итак, амонимы – это слова, которые произносятся и пишутся одинаково, но имеют разное лексическое значение. Сегодня мы вас познакомим со словами-амонимами на ирзианском языке и узнаем о них много нового и интересного. Друзья, посмотрите на слайд. На нем представлены картинки, подписанные словами-амонимами. Прочитаем эти слова с переводом на русский язык. Кедь – рука, кедь – кожа. Пель – туча, пель – половина. Ки – дорога, ки – моль. Сюро – хлеб, сюро – рог. Лем – имя, лем – жир, сало. Ребята, слова, которые мы назвали, разные по значению. Их можно встретить в нашей повседневной речи, любом литературном произведении, стихах и загадках. Благодаря амонимам возникают шутки, прибаутки, каламбуры, игра слов. Послушайте стишок-шутку на ирзианском языке и попробуйте его понять. Сацо инзитни кенерить, пеквеч ксысенст эйкакшне, вареньес акенерить, чаво аштить банкатне. Ребята, вы поняли смысл шуточного стихотворения? В нем говорится о созревшей в саду малине, которая не успевает попасть в варенье, потому что ее съедают дети. Конечно же, вы заметили, что в стихотворении встречаются слова-близнецы «кенерить», «кенерить». В первом предложении «кенерить» имеет значение «поспеть», «созреть». Инзитник «кенерить» – малина созревает. А во втором «кенерить» имеет значение «успеть», «не опоздать». Вареньес акенерить понгумс – не успеют попасть в варенье. Друзья, ну а сейчас для закрепления изученного материала мы выполним вот такое задание. Я прочитаю два предложения. Вы найдете в них амонимы и попробуете определить их значение. Итак, приготовьтесь. Кись моли вирев. Кись севизя оршему пеленть. Ребята, подумали? В первом предложении «кись» имеет значение «дорога», полоса земли, предназначенная для передвижения. Во втором предложении «кись» имеет значение «моль», насекомое, которое является вредителем шерстяных вещей, хлебных зерен и растений. Молодцы, ребята! Послушайте еще два предложения. Пакся сонть кенери сюрось. Скалонь сюрось пшти. Друзья,
В этих предложениях встречаются одинаково звучащие слова «сюрось», «сюрось». В первом предложении «сюрось» обозначает хлеб в зерне, во втором «сюрось» – это рог, образование на голове у некоторых животных. Ребята, как быстро пролетело время. К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Сегодня в нашем увлекательном путешествии по стране ирзианских слов мы выяснили, что такое омонимы. Научились их находить в предложениях и определять их значение. Друзья, сегодня мы с вами убедились, как богат и разнообразен эрзианский язык. Мы хотим, чтобы вы умели пользоваться этим богатством в своей устной и письменной речи. Надеемся, что наш урок вам понравился и вам было интересно и познавательно. Мы будем рады, если вы продолжите путешествие в мир ирзианских слов вместе со школой мордовских языков. До новых встреч, друзья! Вас то мазунок, вечки викс ялгат, уледе шумбрат.